Кража или терроризм? Зачем в Таджикистане ввели регистрацию телефонов по e-mail? Новая система регистрации электронных устройств едва ли поможет выявить потенциальных экстремистов, но зато является отличным способом уберечь от воров свой телефон и ноутбук. В Таджикистане ввели обязательную регистрацию мобильных устройств по так называемому международному уникальному идентификационному коду International Mobile Equipment Identifier, (IMEI). Постановление об этом приняли 31 марта. Как говорится в документе, это сделали для обеспечения безопасности и укрепления обороноспособности. Спутник Таджикистан узнал, что скрывается под сложными терминами и для чего используется подобная система контроля. Что такое e-mail? Если перевести с бюрократического на человеческий, то постановление правительства значит примерно следующее. Сейчас каждый владелец телефонов, смартфонов, планшетов и ноутбуков зарегистрировать e-mail-устройство в специальном едином государственном реестре идентификационных номеров. E-mail – это уникальный идентификационный код для каждого телефона или смартфона. В коде содержатся данные о серийном номере устройства, его модели и происхождении. Если в смартфоне 2 или больше слота, отделения, для SIM-карты, то он имеет 2 или больше e-mail. Первые 8 цифр кода называются TAC, Type Approval Code, и говорят о модели устройства и его месте производства. В конце кода находится контрольная цифра. Власти или мобильные компании при помощи e-mail могут спокойно идентифицировать тот или иной телефон или смартфон. Барьер против воришек. После принятия постановления и представители мобильных операторов и пользователи социальных сетей немало возмутились. Операторы недовольны тем, что нововведение грозит новыми расходами на оборудование для регистрации телефонов. А граждане не в восторге от желания государства расширить свой контроль над общественные. Тем более, что в борьбе с терроризмом код e-mail не особо помогает. А потому неясно, как правительственная инициатива поможет с обеспечением безопасности. Другое дело – мелкие кражи, когда по идентификационному номеру легко можно вычислить истинного владельца. При покупке телефона этот код будет вводиться в базу, после чего его закрепят за конкретным человеком. Если телефон будет украден, то им нельзя будет пользоваться, объяснил генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков. Он добавил, что в Таджикистане появится общая база всех действующих мобильных операторов. В том случае, если телефон украдут, его просто заблокируют. Однако человек, у которого украли мобильное устройство, должен будет сам сообщить об этом оператору. В данной ситуации уместно взглянуть на зарубежный опыт. Первыми решение о регистрации мобильных устройств по e-mail приняли власти Турции. Это произошло сразу после того, как в стране возросли случаи краж мобильных. Граждан Турции обязали направить в спеццентр в Анкаре данные об e-mail используемого ими мобильного телефона, и поэтому все мобильные телефоны, которые ввозятся на территорию страны, регистрируются и вносятся в единый реестр мобильных устройств. Как правило, это снижает количество краж. По той причине, что для продажи такие устройства уже не пригодятся, потому что они просто не будут работать. Если телефон украдут, то его в лучшем случае можно будет использовать для разборки и продажи запчастей в мастерских, отметил Денис Кусков. По его словам, в том случае, если похититель телефона попытается им воспользоваться и выйти в сеть, то ни одна сеть не пустит его к себе, поскольку его код поместят в красный список. Наказание неизвестно. Денис Кусков уточнил, что теоретически можно определить по e-mail местоположение, геолокацию мобильного устройства после того, как тот, у кого он находится, зайдет в сеть. Однако это уже совершенно другой аспект, и к нему надо подключать правоохранительные органы. В борьбе с терроризмом это не особо поможет. Люди, которые занимаются противоправными действиями, как правило, покупают телефон не на себя, а на бомжей или еще кого-то. Использовав один телефон, они его просто выкидывают и пользуются следующим, подытожил Денис Кусков. В постановлении говорится, что правительство Таджикистана поручило службе связи определить оператора новой системы к 1 июня. Как указывается в тексте, с момента введения системы в течение 3 месяцев в качестве пилотного проекта начинается бесплатная активизация. В течение 6 месяцев регистрацию будут осуществлять бесплатно через единый портал. Однако по истечении этого срока за регистрацию мобильных телефонов, планшетов и ноутбуков по e-mail обладателю мобильного устройства нужно будет заплатить. Точную сумму в постановлении не указывается. Регистрировать нужно будет все мобильные устройства, которые произвели в Таджикистане, а также возимые в страну из-за рубежа. Нарушителей ждет наказание, но в постановлении опять же не уточняется, какое именно.